середине ноября в Бельгии в крупнейшем концертном зале Антверпена с большим успехом прошли Дни чеченской культуры. Телерадиокомпания «Грозный» подготовила специальную программу «Чечня и Европа. Сердцем к сердцу», посвященную этому событию. В Грозном, в Государственном концертном зале ансамбль «Войнах» готовится к ответственному выступлению. Танцоры под руководством хореографов вновь и вновь отрабатывают движения, сложные элементы танца. Репетиция требует большой физической выносливости. Для успешного исполнения танца артистам необходимо постоянно быть в хорошей форме и хорошем настроении. Видно, сколько эмоциональных и физических затрат требуется на то, чтобы в нужный момент легко и непринужденно исполнить танец на сцене перед зрителями. Проект Министерства культуры «Чечня и Европа. Сердцем к сердцу» направлен на выполнение целей и задач, поставленных перед сферой культуры главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, на интеграцию чеченской культуры в единое культурное пространство России, Европы и мира. Дни чеченской культуры в европейских странах, говорит министр, будут служить выполнению резолюции, принятой в Грозном еще в 2010 году на Первом Всемирном конгрессе чеченского народа. Один из пунктов резолюции, в частности, призывает укрепить экономические, культурные и научные связи нашей республики с чеченскими диаспорами ближнего и дальнего зарубежья. Вы сейчас готовы в поездку в Бельгию ехать? Бельгия – страна, где проживает одна из крупнейших чеченских общин в европейских странах. Официально страна называется Королевство Бельгия. Население говорит на 3 языках – нидерландском, французском и немецком, в зависимости от областей, в которых проживают бельгийцы. Площадь страны примерно 30,5 квадратных километров, а население – около 11 миллионов человек. Столица страны – Брюссель. Брюссель – это Бюрсра, Грозный. Небольшую экскурсию по центру города проводит Рамзан Ампукаев, наш соотечественник, длительное время проживающий в Европе. По некоторым оценкам, численность выходцев из Чечни и сопредельных территорий достигает в Бельгии примерно 15 тысяч человек. Это вторая после Австрии страна, где самая крупная чеченская община в Европе. Всего, по приблизительным оценкам, в европейских странах сегодня проживает более 100 тысяч чеченцев. В тяжелые для нашего народа годы гуманитарные организации Бельгии, равно как и Австрии, Германии, Франции, Голландии, Норвегии, Дании, Швеции и других стран протянули руку помощи чеченским беженцам, вынужденно покинувшим родину. Второй по величине город Бельгии – Антверпен, примерно с полумиллионным населением. Это один из 10 крупнейших морских портов мира. В рамках форума культуры «Чечня и Европа. Сердцем к сердцу» в фойе концертного зала Антверпена, где проходило выступление ансамбля «Войнах», была развернута фотовыставка, рассказывающая о сегодняшней жизни Чеченской Республики. Свои работы здесь представили сотрудник Министерства культуры Чеченской Республики Вахид Хасаев
и фотокорреспондент информационного агентства «Грозный информ» Муса Садулаев. В данный момент, когда у нас, слава Богу, слава Аллаху, что у нас только позитив и только позитивные фотографии. Мы, конечно, привезли сюда фотографии восстановленного города, детей, фотографии, касающиеся национальной нашей культуры, и не только чеченской, но и других народов, наших горных красот, то есть природу нашу, то есть, чтобы показать и не только нашим представителям нашей диаспоры, но и другим гражданам этой страны. Это где-то 100 работ сделано в последние пару лет. Я люблю, в принципе, снимать мир. Я насытился войной, насытился трагедией, слава Богу. Я очень надеюсь, я молю Всевышнего, чтобы я больше этого не снимал. Я снимал много горя, но я надеюсь, что в будущем не только я, но и другие этого не будут снимать. Каково значение сегодняшнего концерта, вот этого мероприятия? Значение огромное, просто уникальное, потому что мы прошли очень тяжелую эпоху, последние десятилетия, можно сказать, колоссальных национальных катастроф. И в этой связи эмиграция как часть национального организма имеет огромнейшее значение для того, чтобы говорить об консолидации народа. И консолидация, она после Всемирного конгресса 4 года назад, она в принципе была обозначена, но вот чтобы мы уже начали практически реализовывать наши декларации, сегодня один из самых важных шагов, потому что Родина приехала к нам здесь в миграцию. Мы почувствовали кусочек вот этой Родины, самый прекрасный кусочек, легендарный ансамбль в войнах. Помимо чеченцев, ингушей, русских, на культурном вечере в Антверпене собрались жители разных европейских стран, представители российских консульств в странах Бенилюкс. Перед концертом ансамбля «В войнах» зрители смогли увидеть фильм на английском языке о роли Ахмад Хаджи Кадырова в сегодняшней мирной жизни в Чечне, о грандиозных преобразованиях, о том, как сильно изменилась наша республика с тех пор, как многие из присутствующих в зале покинули ее.
искренняя благодарность всем, кто организовал, всем, кто помог, содействовал всячески. И нам это важно, нам это нужно. Очень многое делается, что позитивное, что-то развивается, строится, чистится. Это очень приятно все это посмотреть. И я вижу, что в этом руку приложил и наш президент. Мы очень ему благодарны. Огромное ему спасибо. Да, Ханя Хельцин Визенде, да, Ниц Лойцун. Эмоционально очень удовлетворен. Что я увидел, это что-то умопомрачительное. Спасибо большое за хороший танец, за хорошую хореографию, за очень музыкальность танцев. Я очень мне понравилось. Первый раз я вижу, конечно, этот коллектив, но желаю коллективу крепкого здоровья, во-первых, всем танцорам и танцовщицам. Они очень хорошо выглядят, очень хорошо танцуют. И дай Бог, чтобы было еще много поводов, чтобы мы посмотрели и были рады вот этому коллективу. Спасибо большое. Огромное удовольствие получили. Здесь, вдали от родины, мы все так разбросаны, а вот такие мероприятия – это единственный способ, чтобы друг друга узнать, увидеть, почувствовать свой дух чеченский, колорит, так сказать. Это было яркое представление, очень хорошее исполнение. Мне понравились хореография, костюмы, платья. Это был супер концерт, замечательно. Эти красивые танцы дали мне немного представления о вашей культуре. Я получил колоссальное впечатление. Мы впервые видели ваши танцы, они уникальные. Очень хорошо танцевали. Мои поздравления танцорам, особенно парням. Они очень симпатичные и в хорошей форме. Девушки тоже замечательно танцевали.
привез сюда 20 человек с Германии, из Бельгии. Это все иностранцы, то есть и все 20 человек, все разных народностей. Они коротко мне сейчас сказали, целуют, обнимают меня, благодарят за то, что я им предоставил такую возможность, естественно, благодаря вам, побывать на этом концерте. По моему мнению, значение такого рода мероприятий очень-очень большое, потому что те люди, которые живут тут долгое время, я там только 6 лет тут живу, я еще более-менее знаю, что там, как у нас там дома дела обстоят в плане традиций и так далее. А вот те, которые чуть ли не с рождения тут живут, они очень важно видеть такие вот мероприятия, познавать нашу культуру заново, так сказать. И только на пользу идет такие мероприятия. Я очень благодарен за то, что... Чеченские танцы очень красивые. Мне понравилось, как элегантно танцевали девушки. А в мужском танце столько энергии. Я сама иногда пытаюсь танцевать ваши элегантные танцы. Телезрителям Грозным хотелось бы пожелать дальнейшего развития и мирного процветания. Я очень люблю ваши танцы, вашу культуру. They were vivid, and I saw men who were playing on Это было яркое выступление. Меня поразило, как мужчины играли на барабанах и при этом еще танцевали. Это было великолепно. Такие мероприятия, صوت يقشطون ريز هوش مسانا زوقنا Очень интересный концерт. Это, в принципе, первое такое событие такого уровня здесь, в Европе. И было приятно видеть, что у старого ансамбля «Войнах» есть достойная смена. Мы сегодня посмотрели основные танцы, которые входят в репертуар этого ансамбля. И я остался очень доволен. Думаю, многие разделяют мои впечатления от этого концерта. It was great evening. Thank you very much for giving us this pleasure and this knowledge of your country. Это был отличный вечер. Спасибо большое за такое удовольствие и за информацию о вашей республике. Я почувствовала сильный дух и энергию вашего края, вашего гордого народа. Мне бы хотелось когда-нибудь посетить вашу республику. Я пришел сюда посмотреть традиционные чеченские народные танцы по приглашению одного из моих чеченских друзей.
were really dynamic, really explosive. Я просто в восторге. В мужском танце столько динамики, столько темперамента. Это прекрасное сочетание артистизма и профессионализма. Мои чеченские друзья пригласили меня сюда. Ничего подобного раньше не видела. Мне бы хотелось еще побывать на таких выступлениях. Пожалуйста, пришлите нам еще артистов в Германию, Бельгию и другие европейские страны. Я увидела, что в Чечне живут красивые люди. Никогда еще не видела такого качества исполнения танца. Это, конечно, говорит о том, что у артистов большой потенциал. На русском они очень способные, талантливые, да. Я приехала на лечение, но рада, что увидела здесь ансамбль «Войнах». Я представляю, как рады все чеченцы Европы, которые здесь находятся очень давно, так как я только месяц, и я узнала, что приезжает «Войнах». Очень обрадовалась и сразу захотела приехать. Я представляю администрацию сайта Еврочечец. Сегодня мы были приглашены на это мероприятие, чтобы транслировать мероприятие с места событий, как говорится, в прямом эфире для тех, кто не успел или не смог приехать сегодня. Я на одном дыхании все это просмотрела. Спасибо вам огромное. Хотя мы все силы приложили, чтобы вы приехали, чтобы это увидеть. И я все это просмотрела на одном дыхании. Хотя я с этим росла, хотя я с этим живу. И здесь я тоже продолжаю то же самое. И я понимаю людей, которые говорят и восхваляются этим. Просто нет слов. Спасибо вам огромное, что приехали. Что только смогли, мы сделали, чтобы вы приехали. Это большое счастье для нас. Удачи вам всем. И док маршал Замахки.
My name is Vivian. I found it Меня зовут Вивьен. Это был фантастический вечер. Я никогда ничего подобного не видела. Это было настолько поразительно. Координация между исполнителями, скорость движения. Все было очень хорошо организовано. Просто великолепно. Также отмечу профессионализм оркестра. Thanks to our friend Patrick. Thanks to our friend. Спасибо нашему другу Патрику. Благодаря ему мы узнали об этом концерте. Это был фантастический концерт, все было великолепно. Мне бы хотелось поблагодарить всю чеченскую общину, каждого, кто принял участие в организации этого концерта. Потому что на самом деле все было замечательно и великолепно. Было бы хорошо, если бы вы могли ежегодно организовывать для нас такие концерты. Да, каждый год. На самом деле это настоящий подарок и от Чечни, и от нашего президента. Когда вот начали показывать этот фильм, у меня появилась такая мысль. Это честно, от души. Я говорю, надо же, восстановили город, столько сделано в Чечне. И до сих пор делается, но тем не менее, неужели нас тоже вспомнили, нас не забывают, значит, и смогли такой подарок сделать. Вот это тепло, вот эта радость ни с чем невозможно, просто ни с чем невозможно сравнить. Дымахки дух сатисна, дымахки дух ладиана, ар что кастен хал умреш. Дымах генер бог что он тогурсан бог шхилч, сочуа волна бил бих хилч, сочуа адил хилч, адил долдеш, адил дахилч. Гош идваш хилч бортбуш цаму бог деш, сан санхам айна дац, отсун дакки докто, дакки дикто. И ансамбль яр хилаш газа дац, эльшеш газа дац вей. Амматсга дукхумду, юхсибч, мукмиш, цербулер, хаш гуна больш, амдеш тала, тайола ях, тхуйгцан лагай таруюч. Культурный центр шияш, как мирстон, так, гейл белхиш беш, и эту боч. Херсон нельзя цанца и на оснят, та эту цахил. Хер духер, хер огаличо, угур йоқзал йор. Огаличо адон, угур төл дон, дош лирш дол дона. Амниш дуй, цав ар хал дуин дон, куз шал хоршеш билгич, хухер би яклыш яцер зал, хилла яц. Поэтому значение огромное. Вы нохшгушик, цаю. Арах, вы дипломатический победюгар, ом имиджу победюгар, тулам бугара, дыггар дон, овлин, дыггар терейцы хтан гар, хавай айши махкар дон, марша, вой, маршал луа даймахки, левресвой. Первый форум «Чечня и Европа. Сердцем к сердцу» завершился овациями. Зал стоя аплодировал чеченским артистам и скандировал «Война». Для того, чтобы создать такой праздник для зрителей в Бельгии, работниками культуры Чечни было затрачено много сил и проведена большая работа. Практически в каждом интервью нашей телекомпании были слышны слова благодарности в адрес тех, кто организовал для них этот праздник и привез им в Бельгию кусочек родины. Было видно, как велика у наших соотечественников потребность в связи с исторической родиной и в общении друг с другом.